1 февраля в Абхазии был создан штаб в поддержку президента России Владимира Путина, куда вошли 16 общественных и политических организаций республики. Но к апрелю их количество увеличилось. 21 апреля штаб решил провести собрание. Тема встречи – сложившаяся международная ситуация вокруг России, взгляд и предложения из Абхазии. Когда наша партия узнала, то есть когда увидели, что создается общественный штаб в поддержку президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, мы с удовольствием присоединились, наша партия, общественные организации. И я благодарен коллегам, искренне говорю своим друзьям, многим, всех практически друг друга мы знаем здесь, что так откликнулись и рядом встали. Эта поддержка на самом деле чисто морально, она нужна, чисто по-человечески правильно. Он и без нашей поддержки делал свое дело и будет делать. Весь мир дрожит от того, что Путин говорит, от того, что Путин руководит такой великой страной. Собраться штаб решил именно в день, когда было оглашено послание президента Российской Федерации Федеральному собранию. В своем тексте Владимир Путин затронул эпидемиологическую обстановку во всем мире и международную обстановку. К какому лагерю мы принадлежим, мы прекрасно знаем. И мы прекрасно знаем, что значит для нас состояние этого нашего лагеря. Сегодня этот лагерь олицетворяет тот человек, которого мы сегодня назвали, который сегодня обращался не только к Федеральному собранию, не только к постсоветскому пространству, а, наверное, и ко всему миру. Все внимательно, и изучают до сих пор, и будут еще долго комментировать и приводить его слова из этого обращения. На встрече присутствовали представители около 30 политических и общественных партий. Каждый из них высказал свое мнение по обсуждаемому вопросу. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что, пожалуй, ни один лидер в мире не цитируется, не обсуждается, и коллективный Запад настроен по отношению к этому человеку крайне отрицательно. По мнению представителей общественного штаба, такое отношение к лидеру России сложилось из-за того, что с приходом к власти Владимира Путина Российская Федерация стала сильной державой и создает конкуренцию на международной арене. На встрече обсуждался ряд вопросов, связанных с взаимоотношениями Абхазии и России. Кроме того, в штабе была озвучена идея создать общественное движение «Абхазия и Россия» – стратегический союз. Это новая гражданская платформа, которая могла бы стать мостом между Абхазией и Россией. Члены штаба поддержали эту инициативу. Гугуца Вардания, Саида Гухава, Абхазское телевидение.